пришел к другу, там был друг, которого я не знаю. Друг попросил меня помочь, а сам ушел в дом. Я начал ремонтировать скутер. Друг находился позади меня. Возле него была бутылка с бензином. Вдруг я услышал хлопок, вскочил от испуга и резко почувствовал жар. Начал бегать по двору, стараться тушить себя, спотыкнувшись, и упал на землю. Через некоторое время меня потушили огнетушителем. На самом деле ребенок сам не по своей вине загорелся. Ему сзади бросили бутылку. По неосторожности, специально. Это нужно выяснять. И, естественно, огромный вопрос, почему родители этого мальчика даже не пришли, не оказали ни пассивную помощь, хотя бы просто извинились, просто по-человечески поговорили бы, я бы понял. Этого не было. Раз этого не было, я буду идти до конца. Наш сын знал этого мальчика в течение 5 минут, ну, может, 10 минут. Говорить о том, что сделал намеренно, мы не можем. Но и опровергать это мы тоже не можем. Все выяснит следствие. Такое количество наркозов дают свои последствия. Восстанавливать желудок надо, восстанавливать печень, поджелудочную и поддержать сердце, потому что это нагрузки огромные. Ему очень тяжело морально, очень тяжело, он очень устал. Это длительный процесс, за неделю не исправишь. И я так думаю, что займет, наверное, полгода. Спасибо всем заранее, что вот так откликаются люди. Сдала ПЦР-тест, меня допустили к ребенку, чтобы я могла за ним сама ухаживать. Разрабатываем ножки, массажируем, пытаемся присесть. Вчера назначили ванны. Идем плюсом.